Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня я хотел бы сделать разбор деятельности Бузуртанова Руслана. Для меня он именно как та шкала, чтобы понять, где мы находимся, именно в сознании, понимании, ориентире ценностей, скажем так. Именно взгляд в прошлое, как у нас происходит. Это очень показательный момент. И этот разбор я хочу сделать как бы с двух сторон. Первое, это, как многие, когда разговариваю, все-таки ссылаются, что он приводит какие-то ссылки, зачитывает какие-то документы, там, не знаю, приводит цитаты того или иного историка, как мы видим вот на скринах. Это как бы у них все-таки какая-то же польза от него есть, вроде человек занимается историей. И вот я хочу показать, что никакой пользы от него нету просто-напросто. И для этого нужно будет сделать подробный разбор. А вторая сторона, как бы, уже разобрав этот момент, если я окажусь правым, мы рассмотрим именно тот вред, который он несет, именно ингушам. И из этого сделать, как бы, логические выводы, скажем так. И начну я вот, как бы, не то, что начну, это продолжу это предисловие, это вводная часть, что одно дело приводить цитаты или же какие-то зачитывать документы, а другое дело это выстроить цепочку, именно хронологию, обрисовать всю картину и на основе этого именно делать свои выводы. Если историк вот делает так, то он уже имеет право делать какие-то выводы. Руслан же не делает никакую хронологию, он не соблюдает никакую хронологию, у него провалы столетние практически происходят. Возьмем, к примеру, вот этот момент, где он в 1770-х годах. Из донесения Святейший правительственный синод Кизлярского коменданта Неймича о желании ингушей оформить официальное вступление в подданство России и принятие присяги, 1770 год. Прошедшего февраля 16 числа явились ко мне Ингушевского уезда старшины Гарс Чапанов, Сурхой Мирзаханов, присланные от всего народа, их общество с изъявлением их усердного желания поступить в вечное императорское его величество подданство, тем, что они желают все генеральные просили, чтобы для принятия от них присяги послан был с ним в уезд чиновный человек и архимандрит Порфирий. Не знаю, как они там крестились бы. Понимаете, что тут интересное? Эпизод, который он говорит, когда поехали вот эта делегация в Кизляр, это 1768-1770 года. А вот тот момент, который они сожгли, он говорит, это 1830-е года. Это 60 лет практически. За 60 лет два поколения могли взрасти христианами. И его это нисколько не волнует. У него вот, что в голову ему вбрело, он вот это и сказал. Это такой маленький момент просто. И вот эти провалы, они даже вот эти, да, временные, они важны бывают даже если сделать их несколько месяцев. Вот, к примеру, возьмем хороший фильм такой «Папаха Ингуша», но разбирая вот эти все темы, анализируя, я вот заметил вот такой момент. Из рапорта наместника Его Величества на Кавказе Воронцова-Дашкова царю Николаю II. 18 января 1912 года. Во всех как выдающихся, так и более мелких происшествиях, совершенных в течение последних лет в Терской области, главное активное участие принимали, да и теперь принимают, жители Назрановского округа, являющегося поставщиком хищничества среди туземцев названной области. Ограбление Грозненского и Владикавказского вокзалов и Кизлярского казначейства, разбойное нападение в 1907 году на Владикавказского купца Симонова, нападения на военные отряды, масса других крупных и мелких преступлений были совершены и совершаются исключительно при участии ингушей. В настоящее время, по донесению начальника Терской области, из числа жителей Назрановского округа наибольшее и основательное подозрение в принадлежности к разбойничьим шайкам, обыкновенно набираемым незадолго до совершения известного преступления и распускаемым после окончания такового, внушают жители селений.
Сурхахи, Гадай Ильбаст Муцольговы, Сулейман Эсмурзиев, Мада Аушев, Туумар Сбеков, Мустаби Евлоев, Джараб Китиев, Эдалгири Богатырев, селение Экажевского, Муси Албагачиев, Дрис Муталиев, Бексултан Картоев и селение Верхний Ачалук, Бексултан Льянов, участвовавшие в целом ряде выдающихся преступлений. Вышеизложенное в достаточной степени характеризует личности названных туземцев как профессиональных разбойников, наглость и дерзость коих прогрессируют в зависимости от числа случаев безнаказанности совершенных ими преступлений. Как показала практика многих лет, виновные в преступлениях, благодаря распространенному среди туземцев вообще и ингушей в особенности обычаю укрывательства, остаются в громадном большинстве случаев необнаруженными, каковое обстоятельство растлевающим образом отражается не только на самих ингушах, но и на всем туземном населении области. Статья 15 Уголовного кодекса Российской империи гласила: в делах уголовных всякий несет ответственность только сам за себя. А специальная 156-я статья Конституции предоставляла начальнику Терской области право требовать у аульных обществ находить и выдавать им подозреваемых в преступлениях. И при невыполнении этого требования взимать с них денежные штрафы. Этот закон, ставивший горцев вне правового поля всей страны, был предметом бурного осуждения просвещенной и цивилизованной части России. Как писали современники, он приводил к колоссальному злоупотреблению и откровенным подлогам и провокациям со стороны военно-казачьей администрации в отношении горцев. В нашей дальнейшей истории этот пункт будет иметь ключевое значение. Тем временем Воронцов-Дашков продолжал жаловаться Николаю II на ингушей. Мало того, известный разбойник Зелимхан, от которого отказались его соплеменники-чеченцы, нашел себе приют среди ингушей и целыми годами живет в ингушских селениях, где его укрывает весь ингушский народ, употребляя все усилия к тому, чтобы оказать ему всякое содействие в его преступных предприятиях и даже помогает в нападениях на войска. Так было в перестрелке с войсками при хуторе Цорх. Так было и в Асинском ущелье, где дробовыми и картечными зарядами, которыми были ранены офицеры и нижние чины, подтверждается, что участвовали там не одни абреки, но и жители ближайших хуторов и селений. Я не знаю, вы заметили или нет, то что первая цитата это была 1912 года, вторая цитата 1910 года. Между ними более года разница. Во-первых, потеряна последовательность, а во-вторых, в ролике только после будут показаны события, которые описываются вот во второй цитате. Это события, которые были в Цорх и Асинское ущелье. Понимаете, тем самым просто теряется пазл, теряются нити. Невозможно выстроить полноценную картину, если вот так не то, что провалы, но и последовательность терять. Ну а далее я хотел бы уже на примере не то что провалов именно Руслана показать, а именно как противоречие. То есть то, что я говорил, что ему в голову взбредет, то он и говорит на тот момент, вот в контексте того темы, которую он обсуждает, он готов вот просто вот так голословно что-то сказать. То есть это, давайте посмотрим. Если неприязненные народы России, где они есть, будут прокрадываться воровскими партиями с намерением учинить на российские обозы команды, проходящие по грузинской дороге, нападения, сделать грабежи или разбои, а мы о том получим сведения, тогда тотчас должны мы давать знать находящему у нас российскому начальнику и ближайшему о буде при нападении и так далее. И так далее. Этого в реальности не получалось, потому что там, где свои собственные общества не, как говорится, не охраняли вот этого, например, пример хороший про известного абрека, да, Зелимхана Харачевского. А ингуши, два селения, два рода, это высланы были на каторгу. Они не сдавали, да.
Нылхое, Кокорхое, вот эти два селения, да. Они не сдали их, разрушили все башни, разрушили селения, выслали людей. Они этот пункт не выполнили. Почему не выполнили? Да потому что это противоречило нашему древнему закону о гостеприимстве ингушей. Да. Вот это восстание, Назрановское знаменитое восстание, вы знаете, из-за чего началось? Это одна причина была, что разрушали хутора и переселяли их в большие села, как Валерик. Да, это одна причина только в районе Аллая. А главная причина была, что у них, когда забирали вот этих двух кумыкских священников мусульманских, которые их учили исламу, они их не отдали. Они их не отдали, вот из-за этого все началось. То есть они не захотели нарушать древний кавказский закон гостеприимства ингуши. Потому что только к Богу и только к гостю у ингушей была вот эта сакральная приставка «везн». Да, «везхаши», «везн диали». Это не просто так, не случайно. Они всегда говорили «гость от Бога». Говорят, это... У него было, он зачитывал договор 1910 года, и вот на одном из пунктов он говорит вот такую вот фразу, как я говорю, то, что ему в голову взбрело, он вот это и говорит. И тут, знаете, очень символично, что тот договор, который он зачитывает, и то действие, на которое он потом ссылается, одно это происходит в 1858 году, через 50 лет, можно сказать, а другое 1910 год. Это ровно 100 лет. И там август-сентябрь, и здесь август-сентябрь. И для начала посмотрим, как он потом, вот это Назрановское восстание, по-другому, то есть приводит другие факты, приведшие к этому восстанию. И женщины не только что наносили, а вот когда сказали, что там будет запрет там, на ношение штанов, там то другое, бунт, это одна из причин этого бунта была, Назранское восстание. Да, у нас это традиция была. Извините меня за качество этого ролика. Я хотел найти именно, чтобы было видно, с какого у него репортажа это взято, снять с экрана своего телефона. Но с этим новым телефоном моим я не могу зайти в Facebook, а со старого телефона он практически там, зарядки его вытаскивать нельзя. И экран чуть-чуть сломан. И мне пришлось вот так снимать его. И я все-таки искал этот ролик, и я не смог найти, и мне кажется, он удалил его. После вот этой публикации, я делал публикацию, но им это растиражировалось, так скажем. Почему я так говорю? Потому что эта публикация 31 мая, и я начал искать и обратил внимание, то есть я когда ищу его вот эти ролики, чтобы не были вырваны из контекста, стараюсь просмотреть чуть-чуть в контексте, обращаю на ту одежду, в которую он одет, и как бы сзади фон какой у него бывает. И вот тут я обратил это вот одежда сразу, что бросается в глаза. Сзади на полке вот какой-то медальончик, что ли, у него над этими папками, и очки темные. И здесь я только нашел вот 2 ролика с таким. И просматривая их даже, там же есть вот эти моменты, он говорит, но именно вот этого ролика, как он вот говорит, этого нету. Мне кажется, он удалил, потому что тут провал во времени тоже. Извините за тавтологию, конечно, но видно, что 2 недели практически никаких записей нету. Ну, давайте посмотрим те ролики, которые я нашел. Надо, кстати, сказать очень интересную вещь, что у ингушей когда-то даже целый бунт штанов был. Я по этой теме, у меня хорошее эссе, там где-то на 3 страницы материала. Это когда-то в Ингушетии волнения были в царское время, да. Там какой-то негодяй разнес это, что вот, мол, запретят ингушским женщинам там штаны одевать, там это, да. Хочешь, лелишь, они. Да, да. Тут некоторые народы не носили, а ингуши носили, да. Мужчины и женщины. Это в захоронении все показывает. Кстати, на вещи знают. Вот, например, Аль-Цурров пишет, да.
Это была, говорит, одна из причин, вот запрет на носение штанов, была одна из причин вот этого бунта. Да, это правда. Я удивляюсь, что он это тоже знал. Молодец, молодец. Ну, я не удивлен, просто рад, что некоторые у нас есть, которые материалы приводят, которые я не знаю, даже иногда их прошу, пожалуйста, сбрось мне ссылками. Очень полезно было, если какой-то материал, да, чтобы они ссылки грамотные. Какие? Ну, как положено, год издания, там, автор, страница, чтобы на нее можно было сослаться. В каком материале это, на каком языке, как положено. Давайте я вам, кстати, вот небольшое у меня эссе, давайте я вам по бунту штанов, я его назвал «Бунт штанов». Я небольшую выборку там на страницу, я не помню, на страницу или на две у меня. Не, аж на 2 страницы. Так. Да, вот в одном из материалов на странице 155, я вам не буду говорить откуда, почему, потому что мне это нужно потом для книги, вот эти эссе будут, да, тематические, по разным темам, вот небольшие тематические эссе, они до того удивительные, иногда бывают до того противоречивые данные там идут, но это, видите, вот думают, что это выдумки, нет, не выдумки, не фантазии Булыштанов, нет, мне оно не нужно, я просто зачитываю это. И он целое эссе по этой штанам, скажем так. И некоторые моменты, когда он там зачитывает, его это веселит просто-напросто. Я не знаю, какой это исторический у него подход. Его это просто забавляет. Но об этом, как я говорю, поговорим после вот обсуждения пользы про вред. Так вот, мы видим, что уже у него противоречие, да, но тут можно сказать одна из причин. Ладно, окей. А вот что касается 1910 года, то тут уже вот книгу, которую я показал, когда ему дали эту книгу, он сделал 2 части. Абрек Зелимхан, разбор как бы сделал. И я думаю, он до того, как взял эту книгу, считал, что история с Абреком Зелимханом, она будет именно как мы ее привыкли, многие у нас в устной форме, она, ну, поставлю краткую выдержку этого. Очевидно, что ему за все время абреческой деятельности приходилось скрываться, и он нашел для себя укрытие в горах Ингушетии, у семьи Тейпа-Кукурхоевых. Когда представители местной администрации во главе с Георгием Андрониковым узнали местонахождение Зелимхана, царские солдаты окружили высокогорное поселение рода Кукурхоевых и приказали жителям аула Кок выдать им абрека, взамен обещая ингушам освобождение от уплаты налогов на долгие годы и установление для них различных привилегий и льгот. Однако, благородство и кодекс чести ингушей не позволили им выдать скрывавшегося от властей чеченского абрека, во что бы это ни стало. Старейшины аула собрались в одной из родовых башен и сказали, что, если они выдадут Зелимхана, то на века будут опозорены как хозяева, не сумевшие защитить гостя. Башенное поселение было отсыплено царскими солдатами. Юноши смогли прорвать окружение и вывести абрека в безопасное место. Между мужчинами из села и царскими солдатами завязалась интенсивная перестрелка, в ходе которой погибло немало обороняющихся ингушей. И вот, за отказ выдать им абрека Зелимхана, родовые поселения Кок и Нелх были разрушены, а все жители аула, включая женщин, детей и стариков, были сосланы в Сибирь. То есть до того, как я начал не то, что заниматься как бы исследованием вот этих тем всяких, именно вот как я начал вот это по Абреку Зелимхану заниматься, исследовать эту тему, я сейчас объясню, почему я начал, то тут я тоже был именно вот эту историю понимал вот так. И вот я думаю, он в надежде, что вот такой он сейчас найдет, сейчас будет такой разгром своим оппонентам. И начиная читать, весь пафос у него пропал. Он, если вы посмотрите, вы увидите, что он читает и не знает, что он читает, и у него бегают там глаза, моменты. Но в один момент он зачитывает историю, как привели там 4 человек. А это как бы сообщники, жители вот этого Нелха, там 2. На них как бы показали, что они укрывают Зелимхана, у них начали требовать, чтобы выдали Зелимхана. Он даже этого не понимает. Вот он зачитывает момент, давайте посмотрим.
Вот я маленькие кусочки, отмечаю. Страница 134. Я Муртуз Катиев, житель Хамкенского общества, проживаю в хутор Мужичи. 32 лет, неграмотный, ингуш, не судился. Вот он описывает. 14 сентября выехали в Нелх, где по приказанию начальника округа доставил Инала Харсиев, Азамата Астемиру, Асламбека, Сергильгов. Нахатбал, Бабцева, начальник округа сказал, он в подвиде, смотрите, что дальше, что делают власти с этими ингушами. Якобы что-то спросить вызвали. Зачем нужны были эти лица начальника округа, я не знаю. Так начальник округа меня ни во что не посвятил, говорит. Доставленных мной Инала Азамата Асламбека начальник округа передал под охрану приехавшему того времени начальнику Мурзиеву, ну, и так далее, начальнику участка. То есть под стражу. Вот так. Шел вражда, видите, как человек вас вызывает на набук, а тех потом под стражу берут. По сути, он потом, читая, не понимает, что эти 4 сбегают, что на них там как-то их обвиняют, там эти моменты тоже есть, что это оружие, которые там картечные, патроны, дробовые. Эти все моменты здесь есть, но мне важен другой момент. Когда именно один из этих 4 говорит князю Андронику: дайте мне 5 дней, и я вам приведу Зелимхана. И посмотрите, как реагирует потом Руслан. Когда эти люди были доставлены, если они им сказали, им объявили, что если они не укажут местонахождение Зелимхана, будут расстреляны. На что Заурбек Исламов ответил, что Зелимхан уже знает о прибытии отряда для его поимки, поэтому он, Зелимхан, уже принял надлежащие меры, поэтому его нельзя будет поймать, и что если князь даст ему 5 дней, то он, Заурбек, доставит Зелимхана его живым или мертвым. Князь согласился было уже на предложение Заурбека, но начальник участка Беймурзиев воспротивился этому. Видите, всякие интригажи, каждый хотел там выскочить, там это. Одному славу это сделали, а ингушей то расселяли, то выселяли, то стреляли, то молча в тюремных дворах вешали. А этого якобы поймать не могли. Когда сами же Аллах эти говорили, асхавалы гушан зях бакал юстюх мы. Да. И на это не шли. То есть, вы понимаете, вы, не знаю, заметили вы это противоречие, он сам же признает, что хотели выдать Зелимхана, но власть на это не пошла. И это можно отнести тоже к тому, как бы, второму разбору, где он несет вред. То есть, взяв именно вот такую цитату, именно вот такой подход в Фейсбуке, есть такой пользователь, Умалт Нохчо, он сделал вот такую вот публикацию. И меня это очень задело, если честно. И вот тогда я как бы взялся ответить ему и начал исследовать эту тему. Вы видите вот эти скрины сейчас, я выставлю вам некоторые его выдержки из его публикаций. И меня это как-то вывело из себя, если честно, я еще раз говорю. И когда я начал исследовать, это было 2,5 года назад, я понял, что вот этот весь материал, который как бы я накопал, тратить на него, мне не захотелось. Это более важно, тут более досконально надо изучить, и поэтому у меня это затянулось до этого времени. Некоторые информации я выдавал в некоторых роликах, но в общем это вот, думаю, сейчас время пришло. И тут важно понимать, что у нас именно в тот момент, наверное, даже вот эти активисты, они заметили вот эту публикацию, и у них тоже вот эта реакция была такая ужасающая, мне кажется. Но потом эти же люди спокойно могут репостить поддержку Бузуртанову Руслану. Хотя
И тот, и этот стоят друг друга. И тут я что хочу сказать. Вот этот разбор, который я сейчас делаю, у меня это сейчас, если и затянулось, надо понимать, что этот разбор, он не только на Бузуртана Руслана, а всех тех, у кого именно вот такой подход при поднесении истории, скажем так. Будь то тот же Умал Нахчу, Чечен Войс, даже вот Башлам канал, вот такого рода ролик. Каждый народ желает иметь такого сына, как Зелимхана Харачаевского. Как сегодня нарнийцы пытают приблизиться к нему. И вот этот мой разбор, вот меня многие как бы не то что упрекают, уже раньше упрекали, сейчас просто говорят, почему ты чеченские вот такие мифы не разбираешь, там, ихних там нападки на ингушей, как бы. Я просто хочу объяснить, что вот то, чем я занимаюсь, оно и есть опровержение им тоже. И не имеет смысла мне делать им, чисто им опровержение, потому что за спиной у меня только вот такие видны, как Бузуртанов Руслан. То есть вот интерпретация вот такого рода. И это просто выстрел в воздух у меня получается. Это я понял на примере непризнанной элиты. Потому что возьмем вот этот момент, мне скидывали вот этот клуб изобретателей. И вот тут он один момент как бы, да, вот приводит вот этот последний его ролик, где он как бы такой вальяжно задает вопрос, мол, как вам Дудай мог подарить? Он не понимает, что даже ингушей от этого кровь сворачивается, когда слышит, что Дудай вам подарил. Он этого даже не понимает, или он специально это делает. Но он задает вот такого рода вопрос. И ответ у меня на это есть спокойный. И дальше все, что он там говорит, это без проблем. Это, я не считаю его даже уровень свой, чтобы ему отвечать. Ответ он в непризнанной элите. Мы приводили этот момент, где Сасламбеков сам заявлял, Ельцин сказал, что границу должны решить чеченцы и ингуши. Юсуп Сасламбеков. Так вот, суммируя все это, я хочу сказать, что в первую очередь я именно разбираю не Бузуртану Руслана, а именно то сознание, которое у нас ингушей. И оно мне более важно. Почему? Потому что от этого зависит многое. Оно на многое может повлиять. В первую очередь мы сами нивелируем ту цену, которую заплатили наши предки. Вот для этих, в первую очередь, ура-патриотов должны были задаться вопросом,
как и почему образовался Назрановский округ, какие причины. Вот, к примеру, что дает вот такого рода история, как бы, да, вот, очень хорошо сформулировал Картоев, наш директор архива, автор книги «Ингушетия в политике Российской империи». На 25-летие в 2017 году Якуб Патиев собрал там круглый стол и задает вопрос. И на него вначале отвечает Аюб Гагиев. Мне бы хотелось знать у наших юристов, уточнить, насколько эти понятия государственности 24 года, 90 года тождественны и с точки зрения юридической, с точки зрения наличия полномочий в структурном плане, насколько государственность 24 года и 92 года разнятся? Если говорить о Ингушской автономной области, которая была образована в результате разделения Горской автономной республики в 1924 году, то само название ее говорит о том, что это не была как таковым государственным образованием, оно не являлось. Это была автономная область в составе РСФСР. Более того, было еще более крупное объединение, куда входили тогда субъекты Северного Кавказа, назывался он Северокавказский край. Да. Поэтому говорить применительно к Ингушской автономной области с точки зрения конституционного права о том, что это было государственное образование, нет никаких оснований. А вот если говорить о том, что такое республика, и об Ингушской республике, которая была образована 4 июня 1992 года в составе Российской Федерации, и юбилей, который мы сейчас будем отмечать на днях, это уже прямо в Конституции Российской Федерации, в статье 5, где определяется статус субъектов, там указано, что республика, в скобках, государство. То есть прямо Конституция Российской Федерации предусматривает государственный характер этого образования, субъекта Российской Федерации. А если говорить с точки зрения полномочий, да, то опять же тут большая разница, потому что мы сейчас, на очень простом примере можем объяснить. Ингушская автономная область, она не имела ни своей конституции, ни какого-либо такого документа, который определял бы ее учредительный характер. Юридический статус. Да, статус ее, он был определен только Конституцией Российской Федерации, РСФСР тогда, да? Да. А что касается Республики Ингушетия, то Конституция Российской Федерации опять же предусматривает, что республики в составе Российской Федерации должны иметь свою конституцию и законодательство. Угу. То есть конституирующий характер, он определяется именно федеральной конституцией, и в результате вот этого предписания федеральной конституции мы приняли в 1994 году на референдуме свою конституцию, и теперь статус нашей республики определяется и федеральной конституцией, и конституцией Республики Ингушетия. Если говорить о других составляющих этой государственности, то их тоже можно привести в качестве примера, как соотнести, например, характер или юридический статус Ингушской автономной области и Республики Ингушетия. Да? Например, наличие органов государственной власти. Какие мы имели тогда органы государственной власти, да? Это был областной совет депутатов, да? И облисполком, да? А сейчас это глава республики, высшее должностное лицо, это свой законодательный представительный орган, Народное собрание Республики Ингушетия, исполнительная власть и даже судебная власть, да, в лице Конституционного суда Республики Ингушетия и мировых судей. Да. Поэтому дальше не углубляясь, да, такие нюансы, да, конституционного права, хочу сказать, что отличие существенное, и сегодня республика это действительно государственное территориальное образование в составе Российской Федерации, а автономная область это была административно-территориальная единица РСФСР. Понятно. По сути, с точки зрения юрисдикции, да, он прав, тут ничего не скажешь. Но посмотрите, как отвечает историк. И этот ответ мне очень понравился. Эта его формулировка. История нашего народа, и писанное, и то, что сегодня удается архивному управлению, доказывает, что мы самостоятельный этнос с древней историей, с хорошим прошлым и, естественно, настоящим тоже. Как в этом смысле у нас есть польза от того, что есть республика? Прежде чем отвечать на ваши вопросы, мне бы хотелось дать небольшой комментарий, если позволите, на первый вопрос, который вы задавали юристам, по поводу сравнения, сопоставления между современной нашей республикой, да, Ингушетией и Ингушской автономной областью.
Ну, на мой взгляд, дело в том, что каждый исторический период, он по-своему уникален. И здесь вот напрямую проводить такой сопоставительный анализ, он не совсем это будет корректно. Дело в том, что если мы посмотрим тот период, когда существовала Ингушская автономная область, это была другая эпоха, это было другое государство, это было совершенно другие условия исторические. Естественно, в этих исторических условиях ничего другого, естественно, то, что мы имеем сегодня, тогда мы иметь не могли. Вот. И, на мой взгляд, если мы говорим об именно традиции государственности, то, конечно, мы можем с полным основанием говорить, что во всяком случае в сознании, да, масс, в сознании людей, они были тогда заложены. Поскольку все-таки была Ингушская автономная область, которая в том числе определяла свои границы с другими подобными, да, субъектами того времени Северного Кавказа. Значит, были свои органы управления и власти на тот период, которые здесь были обозначены. Значит, были, в том числе органы власти, которые занимались развитием культуры, образования, экономики тогдашней. В том числе, если мы вспомним, да, те традиции, которые сегодня мы, допустим, продолжаем, это развитие науки, также мы ведем отчет именно от этого периода, да, образования Ингушского научно-исследовательского института. В то же время была образована и архивное бюро, вот, Ингушской автономной области, но я не буду перечислять все сферы, тем не менее, это все было заложено тогда. И поэтому, и самое главное, опять же, хочу подчеркнуть, что все-таки этот опыт, он стал основой для того, чтобы мы в дальнейшем, вот, последующие поколения, они стремились к воссозданию государственности своей. И не случайно на всем протяжении этого периода, в период существования Чеченской Ингушетии, все-таки наше старшее поколение боролось доступными им средствами, политическими, прочими, значит, вот именно за образование своей государственности, своего дома, скажем так, да, в нашем общем доме, российском государстве. Поэтому в этом плане, мне кажется, мы как бы можем принимать вот за основу, что все-таки вот эта основа тогда была заложена. Понимаете, какое-то разное восприятие. Это как, опять же, в этой исламской науке есть такой термин, не каждый факих мухаддис, но каждый мухаддис факих. Это вот то же самое. Не каждый юрист историк, но каждый историк юрист. Вот такого рода можно сделать вывод из этого. И ингушская автономия, она тоже не на пустом месте образовалась. Ингушская автономия образовалась, вот возьмем, например, почему к Деникину не примкнули. Потому что Деникин нес ту старое устройство царской империи, где он лишал всякой субъектности ингушей. И именно вот в эту большей степени поэтому вообще вот, ингуши как бы не последовали за ним. Не то, что не последовали, вообще с ним никаких как бы диалогов практически не было. Были там какие-то моменты, но как бы при первой же возможности готовы, и так оно и случилось. И Горская республика, Джабагиева, как бы до этого времени еще Джабагиевы имели здесь как бы влияние. Но как только уже большевики пообещали в придачу еще и земли, поэтому ингуши и пошли за этими большевиками. Они пошли не только за землями, вот это надо нам понимать, а тем, что они гарантировали им, что у них будет вот эта своя субъектность, в первую очередь субъектность. А дополнительно это было то, что они дают земли. И поэтому ингуши пошли за Орджоникидзе. И после этого Весенгир Джабагиев как бы перестал быть элитой для ингушей. Но откуда у них это сознание появилось? Вот как говорит Картоев, вот эта преемственность, она появилась от Назрановского округа, который был до вот этой Горской республики во времена Царской империи. В 1905 году ее утвердили временно на 5 лет, но в 1908 году ее утвердили как бы на постоянной основе. И вот что говорит на эту тему Мужухоева, это вот круглый стол 250-летию уже единения с Россией.
Судьбоносных событий как для России, так и для Ингушетии, как революция 1917 года и гражданская война. События, которые стали следствием всей предыдущей обстановки. И вот как раз об этой обстановке мы сегодня с вами поговорим. Постараемся обозначить и проанализировать основные проблемы, которые стояли перед нашим народом в то время. И начать хотелось бы с общей оценки политического и экономического положения Ингушетии в начале 20 века. Вы знаете, этот период, он очень интересный. Он интересный тем, что Ингушетия в этот период боролась за свое административно-территориальное образование. Я начну с чего? Что из себя представляла Россия, что из себя представляла Ингушетия? Россия вступила в стадию развития, как принято у нас было говорить, империализма. И здесь, как говорится, она очень такими семимильными шагами движется в этом направлении. И, естественно, как обычно принято у нас говорить, что народы окраин российских, они выполняли для России роль колоний. Это было нормально. Но мне хотелось бы, чтобы наши зрители тоже поняли, что в каждую какую-то определенную историческую обстановку и государство действует по-своему, и народы, которые населяют эту страну, тоже по-своему. Если в других регионах, может быть, центральных, там какие-то восстания бывали, не демонстрации, но, во всяком случае, стачки всякие и прочее, да, много было заводов, то в Ингушетии это было несколько своеобразное такое в виде обречества, каких-то нападений, такие формы протеста у нас существовали. И когда говорят о том, что грабежи были, разбои, я приведу слова председателя комиссии, которая специально была у нас на Северном Кавказе, в Терской области создана комиссия для определения причин грабежей, разбоев, которые существуют в Терской области. И было сказано, что горское население, имеется в виду не только ингуши, поставлено вне действия общих законов империи, оно, дичает, это грубое слово, но именно в таком выражении, и проявляет свои протесты в формах грабежей, разбоев и прочее, прочее. И если сравнить Ингушетию со всеми остальными народами Терской области, то мы приходим к выводу, что Ингушетия была в самом тяжелом положении. И причина заключалась в том, что Ингушетия в 1888 году было утверждено и введено новое административно-территориальное управление Терской области. Поднималось казачество, потому что народные выступления по России, очень были сильны, и поэтому, что для подавления восстания нужна была сила, как Ленин в свое время писал, что для борьбы с народом нужен тоже народ. И поэтому, поднималось казачество, и было сказано о том, что нужно сделать все такие провести такие преобразования, при котором даже в ущерб другим народам, при котором казачество бы, оно почувствовала свою силу. У населения были свои округа. Но дело в том, что Ингушетия и Осетия, эти два народа, у них было положение так, что если следовать такой системе, то они оказывались внутри этих казачьих отделов. Начальник Терской области Каханов уже в начале 20 века, он говорит о том, что по части культурного, экономического развития для ингушского населения ничего сделано не было. А для того, чтобы легче было управлять по отношению к ингушам, вводились определенные такие меры. Запрещалось поселение представителей одной национальности на территории другой, а мы арендовали, у нас земли-то не хватало. Было отдано очень много земли под казачьи станицы, не отдано, а изъято. Эта нехватка земли, получается, эта проблема перекочевала из 19 века в 20-е, да? Основная проблема. Она перекочевала. Дело в том, что наши деды, они арендовали землю. И в конце XIX века еще был принят такой специальный закон, что даже нужно было столкнуть это население, потому что Николай II, он написал на отчете начальника Терской области, что это соседство поддерживает в казаках их старую дедовскую удаль, и поэтому, в общем, основная цель, чтобы они были боеспособными казаки. Было запрещено этим казакам даже сдавать земли, те земли, которые они все время сдавали, горцы, ингуши брали у них в аренду, чтобы впредь не сдавать. В августе 1905 года
наместник Воронцов-Дашков, он, значит, издал указ о образовании Назарановского округа. Честно говоря, меня это удивляло. В той ситуации ситуация была сложная. Просто выполнялись те обещания, которые были даны, когда ингуши воевали в этой далекой Манчжурии. Прежде чем мы конкретно поговорим об этом административном образовании, насколько мы знаем, Назрановский округ с центром в Назрановской крепости, как он был образован, он не включал все этнические территории нашего народа, но все равно это было самостоятельное административное образование. И вот хотелось бы еще обозначить значение, какое имело вот это административное образование для нашего народа. Наш народ уже тогда чувствовал, насколько это значимо, хотя территории были далеко не все наши этнические территории. Ну, дело в том, что, вы понимаете, я вот еще вот это вот хочу дополнить об этом. Попросили, подали эту документацию, значит, был Максим Ковалевский ему. Это был этнограф, выдающийся этнограф, но он не был депутатом от нашей области. Но он работал очень много на Кавказе. У него много работ, законы и обычаи на Кавказе, там другие работы. И вот он, конечно, знаком очень хорошо был. Но поскольку это была очень такая вот заметная личность, он собрал вокруг себя депутатов, и они выступили на заседании Государственной Думы с заявлением о нуждах ингушского народа. Целое заседание было посвящено. Ну и, в общем, было поручено, чтобы этот вопрос был решен. И вот в январе 1907 году еще, значит, на 4 года было продлено действие. Но было сказано, знаете, о чем? О том, что если появится необходимость, то этот округ можно упразднить. Как-то вот я хочу, чтобы посмотрели, показать, вот как мы совместно действовали. Масса, десятки статей появилось Магомеда и Висангирея Джабагиевых в центральных изданиях. И, как сказать, общественное мнение России, конечно, читают газеты не все. Они тогда и дорогие были. Конечно, не все грамотные. Но вы знаете, такая вот ученая была, Нечкина, она говорила, что от читателей информация переходит к нечитателям, что создает то, что называется духом времени. И в России вот была такая ситуация, что ингушей нужно, как говорится, все-таки по отношению к ингушам решить вопрос справедливо. Вот таким вот образом, понимаете, все силы, и военные, и интеллигенция, и просто простые крестьяне, все они двинулись, как говорится, вот эта вот идея, она была очень сильна. Эльза, вот еще какой вопрос возникает? И надо сказать, что Мужухоева делала диссертацию на эту тему, но в 1989 году. И тогда она написала это в духе того времени, советской эпохи. И поэтому она в конце говорит именно о психологической истории. Ну, вы знаете работы по этому периоду, возможно, какие-то белые пятна. Что еще требует вот такого конкретного изучения и анализа? Вы знаете, Мадина, дело в том, что вот эти вот работы, да, вот Готский аул и вот это вот Гриценко, и таких работ в советский период было очень много. Но там была специальная, как говорится, установка, многие вопросы решались. Сейчас я сторонник того, чтобы мы больше, как сказать, использовали такую вот дисциплину, как историческая психология. Понимаете, когда мы о чем-то пишем, представить этих людей, Ткаченко вот выпустил книгу «Чеченцы, ингуши и чеченцы», ингушей вперед поставил, в семье народности Терской области. И вот чего только он там не пишет, понимаете, о нас. А если мы берем вот эти вот материалы, нам нужно, во-первых, я вот слушала передачу, когда Магомед Картоев, вот они очень хорошую работу делают, собирают материалы. Потому что многое бывает так, что вот я возьму Николая Павловича Гриценко, понимаете, а у него написано так. Ну, веление времени было такое вот. И мы вечно ищем революционеров, мы вечно ищем, чтобы мы возмущались, все. А у нас такая вот линия была, мы все время искали мира. Мы все время искали мира. При том, что были очень воинственные. И не прощали каких-то вот оскорблений. Поэтому я думаю, что многие вопросы требуют, наверное, другого прочтения.
Если брать советский период, Эльза, идеология того времени требовала такого подхода, да, как вы говорите, что все хорошее в жизни народов Советского Союза случилось установлением советской власти. Как вы говорите, наверное, нужен новый взгляд, новое прочтение. Да. Новое прочтение, новый подход, наверное, нужен. Ну, у нас как в советский период? Ну, нужны революционеры, понимаете? Ну, нужно сказать, что вот мы тоже участвовали или еще что-нибудь. Знаете, у нас очень красивая история. Нам нужно просто, как вот эту вот эпоху, как говорится, почувствовать вот историческое такое вот мышление, которое вот мы чувствовали, как же это было, что же они чувствовали, что они себя представляли, эти люди. Эльза, мы благодарим вас за интересную беседу. Тут она говорит и про Гриценко, книгу, которую она принесла в эфир, она на него ссылалась там в некоторых моментах. И я понял, что в первую очередь наша проблема в том, что мы не с первоисточников исходим. Вот проблема ее диссертации была именно в этом, что она не исходила из первоисточников. Гриценко сказал, там Ленин сказал, здесь это. Вся диссертация, вот бегло я пробежался, она именно вот такого рода. Но первая такая фундаментальная работа, как вот пишет вот этот автор, диссертация у нее. Кстати, она брала материалы и у Газика, у Мальсагова, то есть она встречалась с ингушами, брала много материалов и исходила из первоисточников, как я понял. И вот тут она говорит, настоящая диссертация является первым фундаментальным исследованием, посвященным истории возникновения и развития ингушского государства в рамках Назрановского округа, имеющую немногочисленные монографии и статьи на данную тему носят, как правило, общий характер и не раскрывают проблемы. Вот что важно понимать. В диссертации введены в научный оборот широкий пласт новых, малоизученных архивных документов, что позволило всесторонне обосновать и аргументировать положения и выводы, выносимые в защиту. В работе впервые выявлены и проанализированы социально-экономические и политические аспекты возникновения ингушского государства, показаны основные этапы ее становления и развития. Тут она говорит, военно-народное управление и острота аграрной проблемы явилось серьезным фактором дестабилизации общественно-политической обстановки и межэтнической напряженности в Ингушетии, ускоряющийся процесс выделения Ингушетии из состава Сунжинского отдела. Образование в 1905 году отдельной административно-территориальной единицы Назранского округа следует считать начальным этапом создания ингушской национальной государственности. Тут далее очень важный момент. Таким образом, административный произвол, репрессивная политика, военно-казачьего управления в Ингушетии, политическое бесправие ингушского народа, не имеющее самостоятельной административно-территориальной единицы, отсутствие школ, медицинской помощи, вообще какого-либо социальной базы, непосильные налоги и необоснованные штрафы вызвали к жизни падение жизненного уровня, нищету и вынужденную миграцию культурно-экономической осталось населения привели к межэтническим столкновение и выделение части коренного мужского населения в обречество, необходимость переустройства системы управления и ведения общеимперского гражданского управления в целом на Кавказе, выделение Ингушского округа из состава Сунжинского отдела в отдельный округ. И почему я делаю такое большое вступление? Нам нужно понимать, чтобы понять картину, увидеть то время, как воочию, скажем так, в каком бедственном положении находился наш народ. Это именно касается той цены, которую заплатили. Слушая меня сейчас, многим может показаться, что я так долго тут разглагольствовался, причем тут Назрановский округ, вот эта диссертация, она именно важна. То есть нам надо понимать, что не просто из-за какого-то прощения нам, то есть ингуши обратились, попросили себе Назрановский округ, как это вот в том же фильме «Папаха Ингуша» вот говорится вот этот момент. Ее население. Принцип дальнейшего перераспределения средств довольно выпукло описан в прошении ингушей 1903 года о выделении ингушей в отдельный от казаков округ. Нашим сельскохозяйственным бытом никто не заинтересован, в чем убедила нас холерная эпидемия 1901-1902 годов, когда у нас не оказалось ни участковых врачей, ни приемных покоев для заболевших страшной холерой.
И в чем может убедить первый же возможный случай голода или недорода хлебов? Совершенно в другом положении стоят станицы казачьего населения, которые имеют просветительские средства в виде станичных школ, общественных запасных магазинов и нужного медицинского персонала с приемными покоями. Ни один самый искушенный в своей профессии экономист не смог бы объяснить, каким образом ингуши выживали при таком положении дел. Удивляло это и их современников. Вот лишь некоторые цитаты, взятые из разных номеров журнала «Кавказского вестника» 1901 года. Ингуши очень умерены в пище и довольствуются тем, от чего русский крестьянин давно бы умер с голоду. При всей стесненности ингуш обстоятельствами нужно еще удивляться той энергии и стремлению к лучшему, какие проявляют они на своем житейском поприще. Живучесть и упорство ингушского племени поразительны. Сколько ни высылают их из края как административным порядком, так и по определениям судов, и какие не принимаются против них полицейские меры. Все это могло бы другое племя привести в положение полной бездеятельности и упадка. Николай Яковлев, ингуши. Жизнь ингуша сделалась очень тяжелой. Но ингуши не мирятся со своим положением, не хотят вымирать и начинают упорную борьбу с насильниками. Конечно, они не могут действовать открыто, но из добрых и кротких людей в короткое время становятся первыми обреками на Кавказе. Грабежи и убийства в станицах и даже среди бела дня во Владикавказе. Ограбление поездов, организация целых отрядов, вооруженной рукой отстаивавших права ингушей на жизнь и место под солнцем. Все это слишком осязательным и неприятным образом доказывало русским властям и более привилегированным соседям, что ингуши отнюдь не думают безропотно вымирать. Почему вот это прошение было принято администрацией Терской области, решили выделить Назрановский округ? То есть, чтобы вы понимали, в том положении, в каком находится Ингуши, не находился никто. Военно-административное, вот это военно-народное управление, которое было, над ингушами же было именно казачье управление. И этим объясняется тот момент, когда как Сулумбек стал обреком. Все в том же попах ингуша приводится вот этот же момент. Так описывал эти субъекты полицейского надзора. Легко себе представить, каким авторитетом пользуются в туземных аулах старшины из казачьих урядников. В большинстве случаев постоянно пьяные и омерзительно непристойные в выражениях. Один из таких урядников выставил жителям села Сагапши условия. Каждая семья в селе должна была по очереди накрывать ему обеденный стол. Несогласным тут же обещались всяческие проблемы с администрацией. На беду урядника одним из первых домов в его списке оказался дом старшего брата Сулумбека – Эгло. Увидев накрытый женой брата стол и узнав, для кого приготовлена еда, юноша пришел в ярость и, сказав, что такие столы ингуши накрывают лишь благородному гостю, начал трапезу. Когда урядник объявился в доме, Сулумбек выставил перед ним свои объедки и предложил отобедать ими. И урядник совершает большую ошибку. Он поднимает на Сулумбека руку, в которой была нагайка. Затем Сулумбек выволок урядника на середину улицы и захлопнул за ним калитку. Урядник тут же стал посмешищем всего села. А у Сулумбека появился первый враг. На него потянулись бесконечные доносы и клевета казака-урядника в столицу Терской области Владикавказ.
И уже 3 мая 1895 года 17-летний Сулумбек был заключен в моздокскую гауптвахту сроком на 1 год, якобы за кражу лошадей у односельчанина. Все люди, которые стали абреками, это люди были несправедливо наказанные царской властью, которых просто вынудили быть абреками, и они... Обречество – это очень трудное, вообще в физическом плане даже трудно быть абреком. И эти люди в нечеловеческих условиях готовы были жить в свободе, нежели быть в кандалах и нести какое-то бремя. К началу 20 века обречество становится настоящим бичом военной администрации Терской области. В ее столице Владикавказе несколько лет подряд собирались бесконечные государственные комиссии и заседания на предмет защиты и неприкосновенности ее состоятельного и привилегированного сословия военных и казаков. При этом первое же заседание сошлось на обсуждении вопроса только лишь в отношении ингушей. Георгий Мартиросян. История Ингушии. 2 февраля 1904 года состоялось экстренное частное заседание Владикавказской городской думы с участием исполняющего должность начальника области генерала Ржевузского по вопросу, как писали газеты, об обеспечении жизни и имущества граждан от грабежей и покушений. Один из гласных думы заявил: «Мы теперь жнем то, что посеяли. Положение их таково, что им ничего другого не остается делать». В этот момент всплеск произошел, и те люди, которые вышли на эту тропу, они не могли в одночасье остановиться. И благодаря им, по сути, получается, вот их вот это, борьбе вот этой несправедливости, как все та же Мужихоева говорит, что это был своего рода ихний протест. Именно что касается абрека Зелимхана, его из всех абреков выделяет не то, что он там, его как-то распиарили, а именно то, что этот человек открыто начал делать. Он начал брать на себя это. Он писал письма и говорил, что придет. Самые 2 эпизода, которые его прославили, это когда он отомстил за убитых в Грозне чеченцев. Вот этот момент. И Кизлярский поход, скажем так. Давайте посмотрим тоже. 27 марта 1910 года было совершено громкое ограбление Кизлярского казначейства. Георгий Мартиросян. История Ингушии. Группа состояла из чеченцев и ингушей. Ингушская сформирована была в Назрановском округе Сулумбеком Гороводжевым. Вербицкий, прозевавший экспроприацию Кизлярского казначейства, отдан был под суд. Это фото, сопровожденное небольшим текстом, было опубликовано в газете «Утро России» 24 апреля 1910 года. На нем запечатлены 4 ингушских абреков, арестованных по этому делу в селах Сурхаки и Яндыре. Тоумарс Гатиев, Магомед Хашагульгов, Тоумарс Беков, Аббас Хашагульгов. Тоумарс Беков – один из тех 12 ингушей, о которых через 2 года будет докладывать Воронцов-Дашков Николаю II. Он все еще будет на свободе. Чем эти 2 момента примечательны, выделяются из всей истории Зелимхана? Они выделяются именно тем, что во всех других это было или его личное, там, за семью, или же ради выкупа, или же грабил банки, скажем, деньги. А тут, вот в Кизлярском может показаться, он как бы деньги своровал, тут нет. Там было их больше
где-то 60 человек, и они, кажется, сумму, которую оттуда унесли, это 5000 рублей. На 60 человек это вообще этого не стоит. Тот риск, который был, именно когда он отправил это письмо, сказал время, когда он придет, это было видно, что он как бы бросил вызов. Это настолько было нагло сделано, настолько... Поэтому Вербицкий был унижен этим. И также эти два момента примечательны, что в первом случае, когда он отомстил за чеченцев, это именно как бы за чеченцев. Но мы, ингуши, сами упускаем тот момент, не исследуя все эти темы. Именно те люди, которые снимали этот фильм, которые добывали этот материал, Папаха, ингуша я имею в виду, они приводят там материалы с русского слова, если бы, и они должны были, мне кажется, дальше чуть-чуть просмотреть после именно засады в Асинском ущелье, они должны были номера посмотреть как минимум до конца 2010 года. И там они нашли бы вот такой эпизод, когда Зелимхан пишет письмо Михееву. И тут он говорит, что поход в Кизляр его сподвиг то, что учинил Вербицкий в Цорх. И что примечательно, в этом же фильме «Папаха ингуша» именно сразу после Цорха упоминается поход в Кизляр. Понимаете, вот этот эпизод, который я вам сейчас привел из газеты «Русское слово», он как нельзя вписывается туда. Это совсем другой подача информации уже была бы. И тем самым я просто говорю, что Абрек Зелимхан плохой или хороший, это другая суть. Он является ингушским героем. Это вот ответ таким, как вот этот ролик Башлама, да, и всем им, это вот им ответ, что Зелимхан считал обязанным за Цорх пойти на Кизляр. Следовательно, он считал себя ответственным за это. И, следовательно, он является ингушским героем. Точно так же, как чеченцы, когда в споре с дагестанцами говорят, что имам Шамиль именно и наш имам, мы его выбрали, поэтому мы можем его критиковать. Точно так же я хочу сказать, что и критиковать Зелимхана ингуши имеют право, потому что он именно и ихний абрек. И тому еще я приведу доказательства. Тут лишь я просто хочу сказать, что одно дело критиковать, а другое дело это вот делать вот такие выпады, как делает Бузуртанов Руслан. Потому что Бузуртанов Руслан ни в коей мере не историк. Я сейчас покажу, как нужно было вот эту историю, вот даже в этой книге, какие моменты он упустил. Он, если является этнографом, пусть будет этнографом. Хотя и это у него не так хорошо получается. Если он не является лингвистом, пускай будет лингвистом. Это у него более лучше всего получается. Хотя и там у него есть промахи. Он дает вольности себе очень много. Но он сам же говорит, что он не является историком, он в большей степени этнограф. Поэтому он не должен делать такие выводы, выносить такие суждения и как бы такие заключения делать именно в историческо-политическом плане. Это не его в первую очередь. А теперь, чтобы закрепить все, что я говорю, давайте мы начнем с того, какая ситуация была в период 1903 год, 1907 год. Газета от 6 декабря 1902 года, новости дня. Информация от 25 ноября, что 30 абреков сделали нападение на станцию Самашкинскую. Идет перестрелка, есть жертвы. 12 августа 1903 года. Все те же новости дня. 5 абреков в центре Владикавказа напали на вокзал. Идет перестрелка. 20 августа 1903 года. Газетные ведомости. Нападение на артиллерийский цех. 5 абреков попытались украсть оружие. Идет перестрелка.
Понимаете, на артиллерийский цех идет нападение. 4 августа 1904 год. Большая шайка атаковала Терск около города, разбудив весь город. Идет перестрелка. За неделю это второе нападение. И помните момент, что в 1905 году было совещание по борьбе с грабежами и разбоями. Так вот, там были приняты такие постановления, меры против разбоев постановлено о вооружении жителей города бердянками. То есть практически всех жителей города вооружали. Практически город находился в военном положении. Это февраль 1905 года. 11 июня 1905 года. Русское слово. 223 семейства кабардинцев просят переселиться в Турцию из-за того, что устали от разбоев. 30 октября 1905 год. Русское слово. Жителям города Владикавказа раздали бердянки для защиты от грабежей. 1 июня 1906 год. Газета «Кавказ». В станице Карабулак перестрелка между ингушами и казаками, вызванная из-за убийства ингуша. Просто возьмите, забейте, посмотрите, что это было такое. Там настолько такая напряженность стояла. Это уже не говоря о том, что какие перестрелки были с тем же Карабулаком и Андре, где за один день 30 мужчин ингушей было убито. Подогнали пулеметы и из пулеметов просто расстреливали. 26 мая 1907 год. Нападение ингушей на село Ольгинское и помощь войск осетинам. Потери у ингушей 9 убитых, 7 осетин и 1 казак. Ранено 40 ингушей, более 10 осетин раненых и 2 казака раненых. Это, по сути, не вся информация, которую можно было бы найти. Этих информаций, наверное, должно было быть больше. Вот в таком положении находились ингуши в тот период. 905-го начали свое административное управление, на Драновский округ. И был назначен, следовательно, начальник участка. Так вот, у этого Гриценко приводится вот эта информация, что в 1905 году был убит начальник округа Назрановского, Митник. И вот я нашел эту информацию в книге Николай II, Святой или Кровавый, на странице 28. Приводится вот такая хронология. 23 декабря 1905 года убийство в селе Барсуки начальника Назрановского округа подполковника Митника при попытке отобрать оружие у встречных ингушей. И вот, как я вам говорил, для подтверждения то, что я привел с первого источника, я мог бы вот эту хронологию зачитать просто с хронологической истории Абузара Айдамирова, которую он выложен на сайте Нохчала. Также это на сайте Пандия есть, но там не приводилось имя автора. И я поэтому дальше искал, и вот здесь нашел. Это получается у нас Абузар Айдамиров. И вот тут он приводит именно вот такую хронологию. 1902 год, ноябрь 27, ограбление ингушского аула Яндырка казаками, станица Карабулакская. 1903 август, атаман Сунжинского отдела под видом выявления самовольно возвратившихся из ссылки горцев устроил погром в ингушском ауле Икажево. 1905 февраль, назначение Воронцова-Дашкова наместников Кавказа. Надо понимать, что когда назначали Воронцова-Дашкова, он хотел изменить вот это управление Терской областью, но, скажем так, ястребы не дали ему это сделать, и это все осталось у него лишь на словах. И дальше привело именно этим последствиям. 1905 год, февраль, объявление Владикавказ железной дороги на военном положении. 1905 апрель-май, захват жителями села Сурхахи Назранского округа казенных усадебных и пахотных земель. 1905 год, май,
от имени чеченского, ингушского, кабардинского, астинского народа наместнику подано коллективное прошение о предоставлении горскому населению прав местного сельского самоуправления. Тот же май 1905 год. Размещение войск чеченских и ингушских аулов для экзекуций с населения. 1905 июля. Жители аула Далакова отказались платить налоги, захватили канцелярию из сельского управления. 1905 июль 26. Делегация ингушского народа вручили наместнику Кавказа записку о нуждах ингушского народа. 1905 октябрь. Абрек Зелимхан в ответ на погром чеченцев организовал властями на Грозненском базаре около станции Кади-Юрт, остановил пассажирский поезд и расстрелял 17 пассажиров. 1905 год. Убийство в Барсуки начальника Назранского округа подполковника Митника при попытке отобрать оружие у встреченных горцев. Именно вот это он здесь приводит. Чтобы вы понимали, это еще не весь материал, который я хотел бы зачитать. Это даже не половина из того, что есть. Потому что события разворачивались не так, как нам кажется. Они были более существенны, более многообразны, более насыщены, скажем так. И дальше я начну вот именно с газет 1909 года. 24 января 1909 год. 2 часа дня нападение на станцию Владикавказ, 11 тысяч рублей похищено. 13 марта 1909 год. Издан приказ о запрете ношения горцами огнестрельного оружия. После этого участились, я вам скажу, там впоследствии потом 58 депутатов будут в Госдуму запрос писать, и они приводят факты, где просто по беспределу убивали и маленьких девочек, и стариков. Эти моменты упоминаются. Так, дальше. 17 марта. В русское слово это приводится, тут говорится, близ станции Гудермес, столкновение с карательной экспедицией, отказавшись дать оружие, есть раненые и убитые. Это надо относить к 13 марта, где запрет был на огнестрельное оружие. 22 марта. Русское слово. На военной грузинской дороге напали на некого гражданина, отобрали 8 тысяч рублей, кинжал и патроны. 20 апреля. Тут приводится официальная версия, как бы столкновения в Цорх. 30 апреля 1909 года. Абреки угнали лошадей, убив пастуха, погоня казаками, идет перестрелка. Голос Москвы тут приводится от 16 мая. Сурхахи перестрелка, убиты 2 ингуша. И приводится, что все селения Апиева, 42 дворов, выселено, уничтожен хутор Цорх. 4 июня отряд Вербицкого выкажу убит Абрек, найдена винтовка казака, убитого в Цорх, то есть надлежавший убитому казаку. То есть, что я хочу сказать? Вот этот Цорх, мне кажется, ту версию, которую я вам говорил, что ингуши не захотели выдать Абрека, мне кажется, это произошло слияние двух этих эпизодов, потому что они чем-то схожи. Там есть описание у этого Гатуева и Абузара Айдамирова, как этот Абузар Айдамир и Мамакаева, они ссылаются, по сути, на Гатуева. А Гатуев – этот человек, который в 20-х годах встречался с очевидцами, с семьей Зелимхана и как мог, как-то разведывал. Но его как бы этим изложению есть некоторый вопрос. Не в том плане, что он писал то, что ему интересно, надо понимать. И то, что его не волновало, он просто не то, чтобы не исследовал, он даже не задавался теми вопросами. А вопрос именно это тот, что откуда пошло вот это 4-5 человек. Было с Абреком Зелимханом при засаде в Асинском ущелье, когда убили Андроникова. Я думаю, сейчас тоже подойдем. А тут я хочу сказать, что вот эти 2 эпизода, они слились, то есть между ними практически только год, чуть больше. И именно здесь описывается, когда этот начальник вот этого Вербицкого не захотел туда рисковать, если честно. Он послал этот отряд, но сам там типа болен остался. И когда они зашли в село Алкун,
Там они сидели с этими старейшинами, этот Апиев, там описывается, как его угощали там. И дальше следовательно, чуть выше находится Цорх, и по версии я разговаривал с Гетегажевым одним, и как бы это сказать, такими вещами не шутят, что там, как говорится, в попах Ингуша были убиты даже младенцы. Но все-таки мне кажется, что или же там, или же оттуда какой-то вот, или они заметили этого Зелимхана, или как-то его увели. Перестрелка, она из-за чего-то произошла. Но тот беспредел, который учинили, это налицо однозначно. Просто так, я еще раз говорю, не буду апеллировать убитыми младенцами, можно сказать. И самое главное, Абрек Зелимхан бы не пошел бы на столь рискованное дело, если бы тоже это не было бы беспределом со стороны царской администрации. Именно это его и сподвигло, что с этим Вербицким надо как-то закончить, можно сказать. И вот Зелимхан поэтому вот в своем этом письме, это уже через год, он его пишет, то есть объясняет каждый свой поступок, приводит, что вот поход в Кизляр был обусловлен именно этим. Наверное, будет полезно поставить тут весь эпизод, он очень показательный. Начиная с 1905 года и вплоть до Первой мировой войны, Ингушетия превращается в маленькую горячую точку, в которой сосредотачивается борьба военной администрации с обречеством, на деле представлявшие из себя самые обычные погромы и узаконенное мародерство над ее населением. Штрафы, массовые административные аресты, военные экзекуции, карательные отряды Вербицкого, Веселовского, Донагуева, специально созданные для борьбы с абреками, свирепствовали в Ингушетии с разным успехом. Тот самый хутор Цорх, одно из фамильных селений рода Гагиевых в Васинском ущелье, когда-то находился здесь. 14 апреля 1909 года часть боевого отряда старшины Вербицкого, более известного ингушам в те годы неискушенным в произношении русского языка как Вербиска, была расстреляна вся семья Габиса Гатагажева-Гагиева, включая его малолетних внуков. Расстрел Гагиевых в Цорхе Вербицкий выдал перед начальством за перестрелку с отрядом абреков. Администрация Терской области тут же поспешила дать интервью о первом успехе охотничьего отряда. Все абреки во главе с Бексултаном Гагиевым убиты, а башни Цорха взорваны, писали газеты. Однако Бексултан Гагиев, известный в Ингушетии как Борс Бексолт, Бексолт-Волк, и сын Габиса Ибрагим остались в живых. На зов этих двух человек тут же откликнулось около 20 мужчин из ближайших селений – Таргима, Опиева, Эрш. В завязавшейся перестрелке было уничтожено 5-6 убийц из военного отряда Вербицкого, не считая раненых. Об этом администрация умолчала. 27 марта 1910 года было совершено громкое ограбление Кизлярского казначейства. Так вот, продолжая нашу хронологию, 31 июля 1909 года бежавший абрек Богатырев из Стамбула любезно уведомил начальника округа о своем здоровье. Троллинга ему было не занимать, конечно же. 11 сентября 1909 года известие о гибели Зелимхана и статья о его вылазках. То есть разошелся слух. Это уже, наверное, когда они захватили этого овцевода, там была засада в Бенойском лесу, как мы знаем. 11 ноября 1909 года. Нападение абреков на дом купца Рязыкова, захват кассы с 24 тысячи рублей. 25 ноября 1909 года. Совещание начальников Ингушского округа со старшинами на тему разбоев и грабежей. Вот тут дальше я сделал выборку, выписал именно так, что начиная 2010 год, именно до захвата семьи Зелимхана. Это для чего я сделал? Я просто хотел посмотреть, это было в сентябре, можно сказать, уже октябрь. То есть за 10 месяцев сколько эпизодов было, и дальше уже
от этой засады на Андроникова, можно сказать, в октябре месяце, которая произошла числа 20 сентября, но считай, это октябрь месяц, пока его там похоронили, пока абреки очухались. И дальше как Михей выставил ультиматум 2 недели, и до, как у нас говорят, сдачи, я же считаю по-иному, я постараюсь сейчас объяснить, Сулымбека Саговщинского, я считаю, что его поймали, именно какой всплеск был за месяц. Надо понимать, что его поймали, ну, именно арестовали, скажем так, чтобы не вызывать пока споры, именно через месяц. Ультиматум был 2 недели. Через 2 недели все уже было решено выселять Кох и Нелх и с Асинского ущелья хутора убирать. И арест Саговщинского происходит спустя 2 недели уже. То есть через месяц нападение на Асинское ущелье. Ну, на этом, я думаю, эту часть завершить. Она и так слишком длинная. Здесь очень много было ставок. Разбор того, как была засада, сколько людей там было, почему я считаю, что там было больше 4 человек. Но об этом, как я говорю, поговорим уже в следующем. Также мы посмотрим, как эти события развивались уже в дальнейшем, в 1911. Почему, приведу еще один факт, почему можно считать Абрека Зелимхана именно ингушским героем тоже, хорошим, плохим, неважно, но в историческом плане это наша история однозначно. На этом я завершу. Ждите продолжения. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.